На прошлой неделе в стенах Народного собрания состоялась аналогичная встреча, на которой депутаты обратились к руководителям Минздрава и правоохранительных структур Абхазии с просьбой разобраться в ситуации с болезнью депутата парламента Аслана Бжания и ответить на вопрос, насколько соответствует действительности высказывания некоторых представителей оппозиционных сил о том, что Аслан Бжания подвергся внешнему воздействию. На сегодняшней встрече депутаты хотели узнать о результатах проделанной руководителями ведомств работе. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия сообщил о том, что ответ на официальный запрос Минздрава Абхазии по поводу диагноза Аслана Бжания получен. В письме министра здравоохранения России Вероники Скворцовой отказано в оглашении диагноза депутата парламента Абхазии, так как диагноз больного составляет врачебную тайну и может быть обнародован только в случае согласия на это близких родственников. Как отмечается в письме, такого согласия нет. В соответствии с нормами статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состояние его здоровья, диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которыми они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 вышеуказанной статьи. Генеральный прокурор Зураб Ачба и его первый заместитель Ишсул Какалия также рассказали о результатах проводимой доследственной проверки. Мы проводим доследственную проверку по факту нахождения депутата парламента Аслана Георгиевича Бжания в лечебном учреждении города Москвы. С этой целью мы собрали необходимый материал, который нам из средств массовой информации, из выступлений отдельных лиц. Официально мы направили международный запрос в Генеральную прокуратуру отдельным поручением. Все, что мы хотели и хотим узнать, в этой части мы написали и отправили Генеральному прокурору. Вот со дня на день мы ждем ответа, потому что мы считаем, что нам необходимо, уже материал у нас есть достаточно накоплен для того, чтобы мы могли уже выехать в город Москва непосредственно со следователями нашими и в присутствии представителей Генеральной прокуратуры России провести необходимые следственные мероприятия. Если вам поступят материалов, которые были взяты анализы, были отправлены в Германию, вы приложите эти материалы к действию, или же вы будете считать, что это на экспертизу вами не отправлено, и вы несете за это какое-то? Конечно, не приложим к материалам доследственной проверки, а в последующем, возможно, к материалам уголовного дела. Другое дело, что мы это будем обязательно перепроверять. Нам неизвестно, кто отправил, куда отправил, что отправил. Естественно, будем перепроверять и назначать свою судебно-медицинскую экспертизу по данному факту и потом встречать. Мы пришли к выводу о необходимости допросить лиц, по нашему мнению, осведомленных о, скажем так, происходящем. За все это время нам удалось допросить только 2 людей, которые нам сообщили о том, что сопровождавшие Бжания Аслана Георгиевича Дарсалия и Бжания также с жалобами на состояние здоровья обратились в лечебное учреждение города Москвы. В соответствующем международном запросе все эти вопросы отражены. Если бы нам удалось допросить большее количество людей, люди являлись бы на наши вызовы, может быть, вопросов в этом запросе было бы больше. Кроме того, в процессе проведения проверки допрашиваемым людям было предложено предоставить представителя своего, адвоката, с тем, чтобы он мог заявлять ходатайство о тех или иных следственных действиях, что впоследствии нас не обвинили в том, что мы кого-то не допросили, кого-то не опросили или что-то сделали не так. По настоящее время ответа по данному вопросу не поступило. Спасибо всем коллегам-депутатам, они к этому отнеслись не с точки зрения, что он собирался пойти кандидатом в президенты, а просто как к человеку. То, что это сделано, именно связано с тем, что он собирался, и все это знают, идти в президенты, как бы это очевидно. Я понимаю, что Генеральная прокуратура от меня потребует как бы свидетельства этого доказать. Ну ничего, это мои как бы домыслы.
Кроме того, депутатов интересовало состояние здоровья и информация о причинах болезней охранников Аслана Бжани. Как отметил Ишсо Какалия, у сотрудников прокуратуры нет возможности выяснить это, так как этих людей на территории Абхазии нет. По мнению депутатов парламента, правоохранительные структуры республики должны как можно быстрее провести следственные мероприятия и выяснить, был ли отравлен Аслан Бжани. Иначе распространение различных домыслов и слухов может привести к обострению общественно-политической ситуации в стране. Извините за это слово, немедленно выслать вашу группу в Москву и там ждать ответа Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Потому что обстоятельства не терпят отложения. У нас были в практике дела, не требовавшие отлагательств, и Генеральная прокуратура Российской Федерации вникала объективно в эти дела и оказывала существенную поддержку. Я уверен, что и сейчас будет так же. Только нам надо проявить быструю инициативу. Как бы кто ни вертел, общественное мнение сегодня говорит о том, что его устранили. И нужно во что бы то ни стало или доказать его отравление, или опровергнуть его отравление. Это сегодняшней власти надо больше усилий приложить. Это не мы должны вот здесь инициировать. Мы, если очень хотим узнать, что на самом деле происходит с Асланом Георгиевичем, давайте найдем, поедем, пошлем мы людей. Сегодня и наши коллеги тоже двое там в Москве. Значит, Барри, насколько я знаю, Хагур. Вот. И мы можем тоже уехать, спросить жену, спросить сына, дочь. Слушайте, очень похоже, что нас очень мало интересует здоровье самого Аслана Георгиевича. Нас интересует совершенно другое. Сделать из этого что-то, какое-то такое. Значит, чтобы баламутить людей. Мы ничего не можем доказать. Единственную правду знают врачи и ближайшие родственники. Давайте их будем слушать. Давайте у них будем спрашивать, что делать и как делать. Или вообще ничего не делать. А то, что каждый, что приходит ему в голову, с этим ходит людей будоражит, так нельзя, дорогие друзья. Ирина Аршуба, Алексей Агухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.